Инту в юбилейный день рождения посетили Наталья Хозяинова, член правительства Республики Коми на профессиональной основе, и Сергей Усачев, председатель Государственного совета Республики Коми. Но начали они свой рабочий визит в Приполярье не с праздничных мероприятий, а с осмотра завода по производству карбидов и ферросплавов. Гостям показали разницу между тем, какой досталась инвестору промышленная площадка, и тем, что уже удалось сделать. Напомним, завод располагается на базе бывшей районной котельной микрорайона Южный. В 2018 году ее закрыли. Здесь у нас ничего не изменилось, только котельная была, так она и осталась. В каком виде был завод? Нет, в будущем планируем демонтировать ее. И здесь что-то разное. Здесь дальше будет у нас печи. У нас по проекту 5 печей. Первая из них уже практически готова. По словам заместителя генерального директора завода, в декабре будут проведены пусконаладочные работы, после чего запланирован запуск производства и выпуск первой партии карбида кальция, который может составить конкуренцию поставщикам из разных стран мира. Оборудование мы уже все завезли. Практически там 90%. Которая будет монтироваться в том числе и на этом этаже. Да, мы сейчас зайдем в пультовую, вы сейчас увидите, как мы взяли пультовую. Печи у нас сейчас 99% готова печь, то есть это фитировка. Сейчас мы занимаемся монтажом оборудования, то есть подвесного. Вот эти электродержатели. Сейчас мы поставим туда макеты электродержателей и потом будем центровку крышки. То есть, чтобы потом, когда у нас придут графитовые стержни, так как они хрупкие, чтобы они проходили между отверстий изоляторов беспрепятственно. Да, мы подняли на всю высоту, опустили на всю высоту, то есть, так сказать, отрепетируем пусконаладные работы. Комплекс мероприятий по вводу в эксплуатацию смонтированного оборудования намечен уже на конец этого года. Запуска завода ждут не только в Инте и регионе, но и потенциальные потребители продукции, в том числе крупные промышленные предприятия страны. Печь, которая на данный момент установлена на заводе, способна производить 2000 тонн карбида кальция. Будет камень, который производится из угля, из известняка, запекается при температуре 2400 градусов, потом оно выливается в изложницу, остывает, дробится и затаривается в бочку. В металлургии используется, да, там, он как компонент в мелких частицах может использоваться и в агропромышленности, то есть в производстве химических синтезов таких разнообразных, то есть широкое спектр направлений. Вся система управления одной печи будет находиться в так называемой пультовой. Линия практически готова к запуску, подключены все конвейеры. Чтобы оператор видел, когда у него закончится материал, уголь-известняк, он смотрит, что у него мало, он нажал кнопочку и по видео видит, что заполнился бункера, остановил, подает другие бункера в печку, к примеру. Да, там. Мы продукцию слили в изложницу, смотрим, что у нас шихты мало. Мы подали шихты больше, наполнили, то есть и дальше идем, расплавка идет у нас. Но у вас вот этот пульт управления только на одну печь? Или пока на одну печь. Да, пока на одну. Но он может и на другие, или каждой печи будет свой пульт. После запуска производства на заводе планируется установить еще несколько печей, более мощных, чем первая. Они планировали в 2021 году зайти с проектом в 320 миллионов, пока завершить с объемом средств инвестиций в размере 320 миллионов и количество людей на тот момент до чуть более 50. На сегодняшний день уже средств собственников вложено 453 миллиона, 65 сотрудников приняты, людей приняты на работу. Хочу подчеркнуть, что это практически все, это наш муниципалитет, жители нашего города. Для нас это огромнейшая радость, что работают наши люди на предприятии. К концу этого года завод планирует завершить инвестиции в размере 500 и в течение еще 2 лет уйти на 800 миллионов. И уже если запустится вторая печка, я сейчас подняла, посмотрела, 109. Вы в прошлый раз мне 75 не давали людей, а 800 миллионов вы 109 планируете взять людей. Да. Ну вот еще 2 года инвестиций, это как раз со второй печкой. Это уже второй визит в этом году Сергея Усачева на объект. За несколько месяцев видны изменения, динамика строительства есть. Мы здесь были в начале лета. Изменения есть, они в лучшую сторону.
безусловно, я не буду сейчас в детали вдаваться, но я как подъехал, я сразу сказал об этом, что спасибо, что мы видим, что есть движение вперед, есть улучшение, изменения в такую сторону развития и действительно реализации проекта. Поэтому, думаю, все получится. Ну, а что 2021 год так долго, ну, наверное, это такая история, когда, сказать, по-русски, что называется, долго запрягаем, но потом хорошо и быстро едем. На данный момент основу коллектива составляют местные специалисты. Предприятие готово даже к обучению будущих сотрудников, а также заинтересовано в получении ими необходимых групп допуска. Такая практика на заводе уже есть. Главное, чтобы было желание работать у самих интинцев, тем более, что периодически на производстве запускаются смежные линии, как, например, изготовление тары под собственную продукцию. Мы закончили печь, петировку, начали короткую сеть монтировать электрическую и начали производить бочки для своей продукции. С учетом нашей логистики и масштабов, какие нам нужны сюда, то проще было привезти сюда оборудование и производить их здесь. Так как бочки это такой, так сказать, без продукции, скажем так, возить воздух экономически невыгодно. Так что было принято решение изготавливать их здесь по месту. Завозить просто рулоны с металлом и изготавливать тару под свою продукцию. И этот проект, он очень важен, поскольку это инвестиции в республику, это создание рабочих мест, это принципиальный вопрос. Безусловно, у инвестора, у хозяина этого проекта есть перспектива развития. Значит, производства, выход на проектную мощность, она будет не маленькой. И пополнение, конечно, налогов в республике Коми и количество рабочих мест будет больше. Понятно, что на этом этапе инвестор просто на сегодняшний день старается запустить производство, чтобы принципиально понять, значит, возможные там проблемы, решить их, и когда уже технология будет понятна, все будет понятно, что делать, куда отправлять продукцию, значит, какой штат нужен, тогда этот проект уже выйдет на такую стадию, там сказать, уже такой планомерной реализации. Но для нас важен принцип. Значит, это инвестиционный проект. Если он заработает, а видно, что он точно заработает, для республики это будет маленькая, но победа. В том числе и для Инты. Для Инты это крайне важно, потому что Инта, мы все вместе стремимся к тому, чтобы Инта вернулась в это состояние развития, чтобы у него была перспектива, чтобы люди знали, как будет развиваться город, что, сказать, он будет представлять собой, и строили свою жизнь, исходя из этого. Это, наверное, основное. А вот эта маленькая победа, она, конечно, будет вселять в людей уверенность в завтрашнем дне. Это здорово. Сейчас на предприятии трудится 60 человек. При выходе на максимальные мощности производства планируется задействовать труд нескольких сотен человек. Местных жителей трудоустраивают на работу в приоритетном порядке.